Я, оказывается, преступник, и мне 8 месяцев дали. 8 місяців обмеження волі. Окупаційний суд Судака виніс вирок голові Судакського регіонального меджлісу Ельвіру Аметову. Його звинуватили у незаконному зберіганні частин зброї. 2 года назад нашли в музее музейные экспонаты, и один из этих экспонатов оказался способен на стрельбу, которую отверткой можно поправить, как-то стрелять, я не знаю. Он у меня под стеклом лежал, сколько лет никому не надо было. Но это причина была. У меня изъяли удостоверение председателя Меджлиса района, так как я не отказываюсь от этого, и я как есть, и буду до последнего председателя Меджлиса района, пока народ меня не переизберет. Адвокат Олексій Ростовцев каже, що звинувачення не обґрунтоване. По-перше, матеріали справи зібрані з порушеннями, тому їх взагалі не мали розглядати. По-друге, Ельвір Аметов частини старовинної зброї зберігав у своєму домашньому музеї, тому його можна було звинуватити лише в незаконному колекціонуванні. А це не кримінальна справа, а лише адміністративна. Эти части хранились под стеклом в домашнем музее. Они экспонировались для школьников, для жителей города Судака, как уголок Великой Отечественной войны. В пункте 11 пленум говорит от имени Верховного суда: под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также иных местах, обеспечивающих их сохранность. Разве можем мы считать сокрытием помещения предмета под витринное стекло музея? Ну, це нонсенс. За рішенням окупаційного суду Ельвіру Аметову заборонено залишати територію, визначену судом. Він періодично повинен відмічатися в окупаційному відділку поліції та не має права відвідувати громадські місця. Стараются нас запугать, что ли, или что они хотят этим сделать, вот эта власть, которая пришла к нам. Ну, нас запугать уже нечем. За все эти годы наши отцы, матери страдали от этого всего. Теперь мы страдаем, теперь останется еще нашим внукам, правнукам, наверное, проявить продолжение. Я думаю, с помощью Аллаха все восстановится на место и будет наша государственность. Крымский татарский народ все же освободится от этих оков, которые нас оковали уже почти 300 лет. І я думаю, мой народ заживе спокійно на своїй родині. Повне рішення окупаційного суду Ельвіру Аметову ще не вручили, тому територія обмежень та інші обмежувальні заходи невідомі. По суті, нічого зв'язаного з уголовною діяльністю Ельвіра Ага по факту нет. Мы расцениваем это как политическое преследование Ельвира Ага, потому что он человек активный, его знают люди, и вот таким образом, лишая его возможности перемещаться по Крыму, я не знаю, мы еще не читали до конца решения, возможно, только ограничивают его только Судаком. Таким образом, его ограничивают встречи со своим народом, общение с ним. Окупанти справу щодо Ельвіра Аметова розглядали майже 2 роки. На кожне судове засідання збиралося чимало людей. Вони переконані, надумана справа проти голови регіонального меджлісу – це спроба тиснути на весь народ. Кажуть, завжди стоятимуть пліч-опліч зі співвітчизниками і ніколи не залишать сам на сам з окупантами. В отношении крымских татар и мусульман идет целенаправленная ущемление, дискриминация. Поэтому, несмотря на это, мы, крымские татары, я в том числе, будем поддерживать своих крымских татар, мусульман. И будем всегда с ними вместе будем находиться. Сторона захисту з таким рішенням окупаційного суду не згодна. Після отримання повної версії вироку будуть його оскаржувати та вимагати припинення сфабрикованої справи проти Ельвіра Аметова.